И самое главное, ингуши вновь начали обживать свои плоскостные территории. Окрестности селения Плиева Назрановского района. Здесь, на холме под названием Шейгуф, находится единственный в своем роде на Кавказе памятник истории, известный науке как Борга-Каш. Могила Брагуна. Это ингушское название золотоордынского мавзолея, в котором до начала XX века покоился золотоордынский сановник Бек-Султан, скончавшийся в 1406 году. Судя по дате смерти, годы его активной политической деятельности в Золотой Орде пришлись на вторую половину XIV века. Многочисленные научные работы, посвященные установлению личности Бек-Султана, черпали информацию о нем из ингушских преданий. В них Бек-Султан представляется влиятельным союзником ингушей, которые начали вновь осваивать свои плоскостные земли, в связи с чем находятся в перманентной борьбе за них с различными кочевыми этносами на этой территории. Одно из преданий сохранило имена двух мужчин из Таргима – Бека и Малса-Гиджамха, представленных друзьями Бек-Султана, воюющими с ним в сражении на берегах Терека и Сунжи, двух рек, между которыми ученые и локализуют битву 1395 года. Одно из самых крупных сражений Средневековья, в котором одновременно участвовало около 500 тысяч человек. Однако победа Тамерлана в этом сражении имела катастрофические последствия не только для Золотой Орды, но и для горцев Кавказа. После этого страшного резни, которую Тамерлан устроил там, он в этом же году решил отомстить и нашим предкам, и остальным горцам, практически опустошил все плоскостные и предгорные зоны нашего края. Наши предки вынуждены были отступить в горы ради сохранения всего народа. Вследствие этих потрясений Кавказ теряет свой политический статус на карте мира и становится объектом геополитических амбиций крупных держав в регионе. После распада Золотой Орды начинает складываться новый этап сложения крупных наднациональных государств. С юга это Иран сефевидский, объединенный шиитской идеологией. На западе, на юго-западе это Османская держава. С севера к Кавказу к середине века продвигается Москва, которая, так сказать, поглощает вот эти осколки Золотой Орды. В 1952 году Казань, в 1954 году Астрахань. И тоже выходит на Кавказ, начинает устанавливать свои дипломатические связи, торговые. Одновременно с этим происходит передел сфер влияния и территориальные преобразования среди самих народов Северного Кавказа. В этот период, особенно уже в 15 веке, в середине 15 века, уже постепенно наши горцы начали набирать силу. Плоскостные земли начали занимать разные кочевые орды. Пришлось с ними идти в военное соприкосновение. Восточный Кавказ объединяли под своей властью валии Дагестана из династии Шамхалов. Все больше их интересы связывались вот с северокавказскими равнинами и предгорьями, так сказать, которые они получили долю золотоордынского наследства. С другой стороны, с запада им навстречу, скажем так, продвигались кабардинские князья, которые тоже благодаря вот запустению, скажем так, значительному, случившемуся в результате нашествия Тамерлана, как известно, тоже получили широкое поле для своей экспансии. После поглощения Османской империи Крыма в 1475 году адыгские племена под предводительством князей Кабарги-Тооластана и Кайтуко начинают движение в сторону Центрального Кавказа и к концу XV века оседают в районе Пятигорья. Кроме них сюда шли, и здесь соприкасались интересы и нагайцев,
и тех же крымцев. Они превосходили по силе, по численности, по вооружению наших разбитых предков, но, с другой стороны, горцы вынуждены были идти на отвоевание земли своих предков. Горы были перенаселены. Практически каждый клочок земли был взят на учет.